Здравствуйте, ребят! Вы на канале Illumination. Сегодня я расскажу вам, как играть в игру чистой стратегии. Игра чистой стратегии это простая карточная игра для детей. И, и думаю, вы довольно... Вам будет довольно легко. Я думаю, вы довольно быстро научитесь играть в эту игру. Что да. Итак, для игры нужна колода в 52 карты. И старшинство карт полностью идентично старшинству карт в карточной игре Бегство от туза. То есть это туз, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, валет, дама, король. То есть туз это самая младшая карта, а король это самая старшая карта. Так что да. Итак, играют только вдвоем и ни больше, ни меньше. Итак, цель игры получить наибольшее количество очков. И тут уже, в отличие от многих карточных игр, с которых нужно набирать очки, тут уже партия состоит только из одного раунда. То есть она не делится на раунды, так что и в этой игре нет там взяток, или не знаю, там игрок получает очки за карты, которые он оставил. Так что да, эта игра отличается от других. А еще эта игра отличается от других других карточных игр раздачей. Обычно в карточных играх раздают вообще случайные карты из колоды, но в игре чистой стратегии игроки выбирают масть. И они получают все 13 карт той масти, которую они выбрали. Короче, они получают все 13 карт выбранной масти. И еще они выбирают масть, которая будет участвовать в игре. В этом случае это... О, нет. Это червы. Так что да. Итак, ну и последняя масть, она убирается в сторону. Все вот эти карты, они, короче, убираются. Итак, после раздачи игроки... Да, точно забыл сказать, раздающий определяется жребием. Так что да. И это происходит всегда. Ведь эта игра, опять-таки повторяюсь, не делится на раунды, там только один раунд играется. Так что да. Итак, ход игры начинается с выкладывания самой верхней карты стопки масти, которые участвуют в игре. Рядом, короче, на поверхности рядом с остатком стопки. Что да. И игроки, они должны получать вот эти карты масти, вот этой стопки, чтобы получать очки. И как же считаются очки в этой игре? Тут все очень просто. Так, хотя, возможно, некоторым будет немного трудно, но на самом деле это проще. Короче, это просто. Тут это одно очко. Все числовые карты, это по номиналу, то есть там двойка это 2 очка, тройка это 3 очка и так далее. Валет это 11 очков, дама это 12 очков, ну и наконец, самая старшая карта в игре дает наивысшее, самое большое количество очков, а именно 13. Так что да, королей лучше всего забирать. Итак, игроки выбирают одну из своих карт, с помощью которой они будут получать карты за вот этой стопки. И после выбора, тут если что, игроки, они
Сразу говорю, игроки тут. Короче, они... тут, короче, вы видите все масти, короче, все вот эти... Все... Короче, все вот эти... достоинства. Короче, достоинства всех карт. В реальной игре такого нет. Все игроки смотрят только свои карты. Так что да. Без этого игра вообще буквально теряет смысл. Итак, игроки выбранные карты выкладывают на поверхность рубашкой вверх. После этого все карты вскрываются. И игрок, игрок, который положил самую старшую карту, забирает. Короче, он забирает эту карту себе. Так что да. Димон в этом случае забрал, потому что у него двойка, у меня туз. Я напоминаю, что туз самая младшая карта, значит двойка даже старше него. Даже двойка старше него. Итак, после этого две карты, которые игроки положили, убираются в сторону. Итак. Итак, игроки играют до тех пор, пока у них не закончатся все карты в руках. После этого игроки считают очки всех карт, вот этой стопки, которые они получили. Игрок, который получил наибольшее количество очков, выигрывает, а другой проигрывает. И еще, если у игроков будут одинаковые карты, одинакового достоинства. То есть, как тут два короля, то тогда тогда есть два варианта. В первом варианте вот эти две карты не убираются, и вскрывается, короче, еще одна карта вот этой стопки, за которой игроки выкладывают карты. И игроки опять выбирают карты, и потом они будут их ложить на поверхность. И так продолжается до тех пор, пока у игрока не будет самая старшая карта. Тогда он забирает абсолютно все вот эти карты вот этой стопки. Так что да. А во втором варианте вот эта вся карта убирается в случае ничьи, то есть если игроки положили карту этих карт одинаковое достоинство, то это значит, что эта карта, она убирается прочь. Так что да. И еще, если последняя карта, короче, у игроков, короче, если оказалась ничья и на стол положили последнюю карту стопки, то тогда игрок О нет, я не то сказал. Короче, вот эта карта, она убирается, и никто ее не получает. После этого игроки начинают считать очки. Может случиться и так, что несколько карт игроки не получат, потому что ничья случилась несколько раз. Итак, еще. Ну и если у игроков будут одинаковые карты, короче, одинаковое количество очков после того, как у них заканчиваются все карты, тогда тут уже точного ответа нет, но можно с помощью жребия определить победителя или сыграть еще один раунд. Так что да, есть много вариантов. Итак, думаю, я рассказал вам все про эту игру. И совсем забыл сказать, что в нее играют в основном США. Там она еще вроде впервые появилась, так что да. Итак, и надеюсь, вы
поняли, как играть в игру чисто стратегии. И надеюсь, вам понравилось это видео. Я его заканчиваю прямо сейчас. Всем пока.